Расскажите, пожалуйста, про вашего отца, большого-большого художника, Хариса Габдрахмановича Якупова. Кто он такой был? Он был мальчишка, который родился в семье, где было 8 детей. 8 детей. Ну, то есть 3 девочки, остальные мальчики. Свое детство он провел, значит, в уголке Казани, который больше напоминал деревню. Это старо-татарская слобода, там стояли деревянные дома, на улицах росла трава, паслись гуси. То есть там на город не было похоже. И это был исключительно татарский район. Потом он, еще будучи мальчиком, очень увлекся рисованием. Потом начал он рисовать, еще будучи дошкольником. Он срисовывал какие-то картинки из журналов. Потом даже пытался эти картинки продавать на базаре. И находились люди, которые покупали. Но потом он подрос и со своим другом, с которым они учились в одном классе и дружили, Лотфулой Фаттаховым, они поступили вместе в художественное училище. И оба потом стали очень известными художниками. Но вместе ушли на фронт. Ну и так получилось так, что они мало того еще и стали родственниками, потому что Лотфулла Фаттахов женился на младшей сестренке Хариса Якупова, и таким образом, значит, да, всю жизнь они как-то шли вместе. Он очень любил цвет, краски. И, конечно, он любил, в его работах природа преображалась и получала какое-то новое осмысление. У него, помню такой случай, в деревне Шали, где он написал несколько таких самых значительных своих произведений, как-то он поставил этюдник и начал писать этюд. Притом прямо посреди деревни. А это было рано утром, мимо шли доярки на утреннюю дойку. Они увидели его и говорят: Харис Абы, значит, чего ж ты, говорит, тут изображаешь болото, от которого только вони комары? Нет, неужели нельзя найти более красивое? Но он усмехнулся и продолжал свою работу. Они пошли на дойку. Потом, через некоторое время, когда они уже возвращались, этюд был готов. Они его увидели и ахнули. Какая красотища! Это же надо, говорит. Мы, говорит, сколько лет здесь живем, мимо проходили. Значит, тут, оказывается, у нас посередине деревни такое вот чудо. Вот таким образом, вот в этом-то, наверное, и заключается работа художника. Значит, увидеть самый непритязательный какой-то обычный вид и из него создать такую красоту. Ну, потом, конечно, и наиболее известен он своими крупными полотнами. Но все-таки вот мне кажется, что самое такое, ну, его творческий подвиг, что ли, заключается в том, что он прошел всю войну и постоянно там рисовал. И он привез с фронта то, чего у других нет. Он привез огромное количество рисунков. Сам он во время войны сначала стеснялся, значит, рисовать. Ну как же, надо воевать, в общем, вроде бы не солдатское это дело. Потом там рисовать-то некогда было, потому что бои, он был разведчиком. Но вот вечером все ложились спать, а он шел в штаб
обычно штаб располагал в какой-то землянке, там горела свечка, там какой-то свет был, и сидел, рисовал. И как-то раз, когда он рисовал, вдруг открывается дверь и заходит знаменитый такой полководец генерал Черняховский. У меня отец, он, конечно же, испугался, хотел спрятать, но тот Черняховский с адъютантами, там, с офицерами, он подошел к нему и говорит: дай посмотреть, что за рисунки. Посмотрел на эти рисунки, потом говорит: ну, вот, говорит, это, говорит, то, что ты делаешь, это, говорит, бесценный документ. И потом, после войны, это станет памятником, так, вот эти рисунки станут памятником вот как раз вот этой Великой войны. И он после этого уже осмелился, начал рисовать. И этих рисунков где-то в общей сложности около 200. Ну и потом, конечно, он к теме войны он обращался, несколько раз писал большие картины на тему войны и все время себя называл, я, говорю, до сих пор остаюсь профессиональным солдатом. Он даже как-то на открытиях выставок он это говорил. По-моему, даже прошла специально на тему войны. Иллюстрация была издана, я ее видела. Есть у него есть книга, называется «Фронтовые зарисовки». Да. Есть альбом на 3 языках, кстати, русский, английский, татарский. Называется «Память», посвященный вот исключительно Великой Отечественной войне. Потом у него друзья были еще. Он их изображал, например, его командир такой Владимир Никонорович Лысин. Он написал очень хороший портрет. Другой его друг — это Михаил Петрович Девятаев, знаменитый летчик. Он написал картину «Полет на свободу». Это даже не одна картина, это, в общем, триптих, то есть 3 картины, и плюс к этому еще отдельный портрет Михаила Петровича Девятаева. Вот он изобразил его знаменитый вот этот полет на свободу из фашистского лагеря на острове Пенемюнде, как улетает самолет. Читателям октябрьского номера журнала «Салават Куприя» мы предлагаем познакомиться поближе с его картиной «Портрет матери». Расскажите, пожалуйста, именно про эту работу. Ну, история этой картины, в общем, такая. Дело в том, что вот эта квартира, где мы находимся, мы переехали сюда в начале 50-х годов. До этого была очень тесная, значит, комнатка в старом деревянном доме, ну, в том самом, о котором я говорил, значит, в Татарской Слободе. Там, конечно, была ужасная теснота, работать было невозможно. Переехали в эту квартиру, и он, конечно, больше всего обрадовался тому, что у него наконец-то появилось место, где можно заниматься живописью. Вот только мешали ему 2 маленьких сыновей. Они постоянно крутились под ногами, а ему достаточно было уйти из этой комнаты, где там стояли его работы. Значит, тут же они брали кисточки и начинали поправлять. Как-то раз, значит, сюда приехала его мама. Мама, ее имя было Магикамал Якупова. Ну, и он тогда решил написать ее портрет с внуками. Значит, вот этот стол здесь у нас посреди комнаты стоял, его немножко сдвинули. Значит, там посадили меня на колени. Значит, Девани взяла, значит, своего внука Анвара. И он написал вот этот портрет матери. Дело в том, что эта работа, она так устроена,
Таких работ много. Если вы будете ходить около нее, направо, налево, вы увидите, что глаза, они будут все время смотреть в упор на вас. Но в этом ничего такого хитрого нет. Это во многих работах это такой оптический прием. Но мы были маленькие еще. И после того, как он написал эту работу, он сказал, что вот теперь ведите себя хорошо, потому что вот они за вами все время наблюдают. А мы были маленькие еще. И поэтому мы действительно сначала я-то посмотрел, проверил, действительно смотрят. А тогда дети были гораздо более самостоятельные, чем сейчас. И поэтому родители часто уходили и оставляли нас одних. Ну, мне было там 4 года, младшему брату 2. И, ну, уже больше мы не хулиганили. Ничего не трогали, потому что знали, вот здесь портрет, оттуда смотрят наши Девяни, и все время вводят свой взгляд за нами, куда бы мы ни шли. Понятно, спасибо вам большое. Расскажите мне, пожалуйста, очень интересно про Майи Камал, про бабушку свою, помните? Какая это была женщина? Дело в том, что она деревенская девочка из, там есть такая деревня Каща из Арского района. Когда-то ее маленькая девочка, ей было 12 лет, привезли в город из деревни и отдали в одну семью, которая содержала швейную мастерскую. То есть и она с 12 лет начала работать. Шили они на швейных машинках, у них была целая бригада такая детская. И потом она, когда вышла замуж, уже выросла, она всю жизнь работала уборщицей в школе. И когда она, меня спрашивают, там, как происхождение у вас там, у нас ничего совершенно аристократического нет. Мы из самой, что ни на есть, простой семьи. Значит, потому что вот моя бабушка работала уборщицей в школе, а дедушка всю жизнь проработал на заводе крестовников, потом начал называться химкомбинат имени Вахитова обычным рабочим. Так что никакой аристократии здесь нет. Но вот дело в том, что вот эта бабушка, она была поразительно мудрая женщина, поразительно. И как-то она вот была таким дирижером всей большой семьи, и до самых, когда уже ее дети стали взрослыми, там, когда у меня отец был уже лауреатом всяких премий, для него любое слово, вот это, она не была такая властная женщина, она была очень мягкая, такая, оно видно даже в этом портрете. Но и в то же время она была очень мудрая, и из нее, мне кажется, почему-то, что из нее могла быть хорошая писательница. Да, настолько у нее речь была какая-то такая складная, такая скругленная и мудрая. Ваш отец художник, вы сами являетесь народным художником Татарстана. Слышала, что и ваши внуки тоже выбрали это направление для своего развития. Как вы считаете, художник это профессия или это талант врожденный? Очень сложный вопрос. Конечно же, это профессия. Конечно, профессия, потому что, есть миллионы людей, которые могли бы стать, художниками, но жизнь не позволила им раскрыться. Может быть, в них заложен талант, его надо обязательно раскрыть. Если ситуации такой нет, которая позволяет раскрыться таланту, а профессия, есть ведь такая поговорка,
даже медведя можно научить рисовать. Ну, раз они же катаются на велосипедах, там, на мотоциклах даже, и рисовать можно научить, но художник из него не получится. Все-таки тут, видимо, и все-таки я считаю, что талант — это дело наживное. Даже при довольно-таки средних способностях можно стать хорошим художником, если вот этот талант в тебе ты разовьешь, и талант не обязательно дается Богом от рождения. Иногда бывает, что он просыпается только в 30, иногда даже в 40 лет. Знаменитый композитор Глюк написал свою оперу в 64 года. Так что это понятие очень относительное, но самое главное, конечно, это ремесло, профессия. Вот много детей, которые любят рисовать. Наверное, есть среди них те, которые хотят в будущем стать художником. Какие ваши пожелания им, будущим художникам? Пожелание, прежде всего, больше рисовать с натуры. То есть с натуры рисовать какие-то реальные вещи, которые вот рядом с тобой находятся. Потому что рисование с натуры вырабатывает такую необходимую цепочку, которая, значит, вот взгляд, значит, потом, значит, мозг, рука и вот бумага или холст, к чему ты прикасаешься. И вот без этих звеньев трудно стать настоящим художником. И поэтому самое такое пожелание — рисовать с натуры. Я вас благодарю еще раз.